Да, действительно, участники бессмертного полка не изменяют себе. Здесь сегодня больше 10 тысяч родственников и потомков тех, кто в те страшные годы сложил голову в борьбе с нацистской гидрой. Горечь утраты, но и главная память, пронесенная через года, это главная причина, по которой все эти люди год за годом выходят на это отнюдь не торжественное, но такое важное шествие. Защитники, освободители, узники концлагерей, блокадники, труженики тыла. Список далеко не полный. У каждого портрета, у каждого взгляда своя история. Те, кто боролся за победу на фронтах и в тылу, сегодня идут с теми, кому когда-то подарили мирную жизнь. Братья, летчик, моряк и инженерные войска. Все они погибли. Сначала они, как погибли, павшие, неизвестные погибшие, потом мы их разыскали. Он родился вот в 25-м году, и в 10 классе, его с 10 класса прямо призвали в 42-м году на фронт. В общем, он прошел до Данцига. Он дошел до Берлина. Вернулся раненым. Все полностью, как первые дни призван был, так и полностью дошел до конца. Вот это вот один у нас старший сержант Станкин Сергей Иванович. А дедушка другой у нас, он в Ленинграде по дороге жизни водителем вот ездил. Это мой дедушка Данилов Пантелеймон Васильевич. Вот это моя мама Данилова Люция Пантелеймоновна. Она дочь его. Один раз он в гостях был у нас в деревне. В силуэт, помню, в окно смотрит. А больше нет. Не встречалась с ним потом. Она еще маленькая была. Маленькая. Отец в 41-м в августе уехал на фронт и в 44-м пропал без вести. Как он вспоминал, они дошли до Норвегии, закончил войну в Норвегии. Ну, тяжело было, там болото, насиделись. Окопы рыть было, говорит, невозможно, там кругом вода. Растянулся полк почти на полкилометра. Настоящее море из вечно живых. Зрелище и правда воодушевляющее, и вместе с тем тревожное, как никогда видно, что почти нет семей, которых не коснулась та страшная война. Сейчас в это трудно поверить, но порой уходили воевать с врагом целыми семьями. Хотела сказать о всех наших бойцах, которые для нашей семьи герои, не выдуманные, не иностранные, наши, родные. Каждый из них, кто представлен на этом баннере, герой. 5 из них вернулись с полей сражений. 2 были тружениками тыла. 3, к сожалению, погибли. Вообще, судьба каждой из них очень интересна. Вот этот, к примеру, Коканин Александр Иванович, он отважный летчик. Он и в Крыму в боевых операциях участвовал, и в Ленинградской области. Асташов Яков Ионыч, он тоже прошел через всю войну, дошел до Японии. На вопрос, зачем же нужен бессмертный полк, почти все отвечают, чтобы сохранить память, чтобы навсегда остаться благодарными и чтобы больше не допускать подобного. К слову, у каждого здесь своя история, иногда трагическая, иногда счастливая, иногда даже забавная. Ему, значит, судьбой, видимо, было предусмотрено живым вернуться. Значит, вот он. Он на Волховском фронте был, Ленинградский фронт потом Ахарас. Говорит, сынок, ну много, друзья у меня школьники, мы Шере-Турья, недалеко от клуба, и мы все собирались. 100 грамм ему нальем, и вот он нам фронтовую. Дядя Коля, расскажи, я вот рассказываю. И вот, говорит, ползем, на нас, говорит, немцы идут, а мы в Маскалате. Он радист, вот как я сказал, связист. И командир, знамя завернуто. Он говорит, мы ползем. Командир говорит, раз, пистолет взял. Габушев, давай прощаемся. Сейчас я тебе висок, потом себя стреляю. Я, говорит, им, подожди. Я, говорит, не успел сказать, подожди. Немцам, как, говорит, команду дали. 90 градусов взяли, повернули. И вот я перед вами стою. А если сказал, ну давай, прощай, и все. Мне подарили на праздник или 23 февраля, или 9 мая, подарили книгу «Военные очерки» Константин Симонов и Илья Оренбург. И вот так вот и бывает. Я раскрыл книгу и смотрю мою фамилию. Вот такой абзац. Константин Симонов посвятил моему отцу. Он был командиром фронтовой разведки, танковой разведки, 3 танка. И когда они уходили,
последний свой рейд. Вот, командир, начальник фронта, значит, говорит: Алексей, вернись, постарайся вернуться. И они все 3 танка сгорели. Они были на острие предполагаемого удара вражеских войск. Тогда танковые сражения были. Вот, они все сгорели. Отец, можно сказать, случайно, наверное, один остался. Закончилось шествие по традиции на площади перед Стефановским собором. За упокоение душ всех погибших и умерших солдат отслужили литию. Яко ты, если воскресенье, живут и покой усопших рабочих православных вождей, которые свои за веру и отечество положивших крестил Божий наш, и тебе славу воссылаем, обезначаем твоим отцем и пресвятым Богом. Бессмертный полк – это не только ошеломляющее зрелище. Стройные ряды павших, идущие один за другим – это живое напоминание о том, сколько по-настоящему стоит каждая война. Поэтому это шествие занимает особое место в этот день.